Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лины Зинатуллиной. Вот о чем сегодня в выпуске. Мусорной реформе нужна ререформа. Пятилетка прошла крайне неудачно. Реформа не состоялась. Реформу надо реформировать. Какие предложения по правкам законодательства и идеи по обращению с отходами поступили, расскажет Вероника Гайнутдинова. Только в этом году в Татарстане появится новых 22 ФАПа. Хватит ли кадров? В настоящее время данная проблема действительно в некоторых районах и в некоторых селах есть. Как республиканский Минздрав собирается решать проблему кадрового дефицита, расскажет Алия Хайрудинова. В октябре следующего года в Казани полностью откроется реконструированное Горьковское шоссе. Расширение дорог и строительство развязок – это всегда дает определенный плюс. Как расширение разгрузит дороги в Кировском районе Казани, узнал Рузаль Шарипов. Мусорной реформе нужна ререформа. Впервые за последние годы обсуждений сегодня прозвучали конкретные, во многом сенсационные предложения. Вплоть до возвращения в прошлое. Сегодня в Казани за круглым столом необходимые изменения в законодательство и идеи по вывозу, переработке отходов обсудили депутаты Госдумы, министры, регоператоры, эксперты, бизнес и экоактивисты. В числе инициатив оплачивать вывоз ТКО по факту, а не по нормативу. Мы такое уже проходили. Вернуть отрасль обращения с отходами государству или муниципалитетам. И это тоже было. Включить строительство новых полигонов, федеральные программы и национальные проекты. Это из нового. Какие еще предложения поступили в репортаже Вероники Гайнутдиновой? К обращению с отходами, прежде всего с твердыми коммунальными, однако есть системные проблемы, решение которых необходимо найти в самое ближайшее время. С начала этого года в Минэкологии поступило больше 7 тысяч обращений от жителей, больше 5,5 тысяч касается незаконных свалок. Чаще всего это строительные. Также серьезная проблема – заполняемость мусорных полигонов. Полигоны ТКО – особый объект негативного воздействия. Они представляют повышенную опасность для окружающей среды. Прежде всего происходит постоянное загрязнение атмосферного воздуха свалочными газами, загрязнение почвы, а в некоторых случаях и подземных вод. С конца 2022 года в Министерство поступает многочисленные обращения граждан по вопросам неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха в северной зоне Казани, в том числе и с жалобами на свалочный газ от полигона на улице Химической. Казанские полигоны уже исчерпали свои проектные мощности и в ближайшие годы не смогут принимать отходы, говорит Искандер Гиниатуллин. Он предлагает перейти на раздельный сбор мусора. Таким образом станет возможным вывоз ТКО по факту, а не нормативу. Получается возврат к старой модели утилизации отходов. Незабытое старое, оно на самом деле лучше того, что сегодня внедрено нового. Мы видим сегодня, что нормативное начисление платы за мусор увеличило эту плату в несколько раз. А плата по факту, она, во-первых, стимулирует сокращать эти отходы. В результате пострадал самый главный процесс, тот, который давал нам сокращение вывоза на полигоны. У нас нет возможности строить полигоны дальше. Несвоевременный вывоз мусора, нехватка контейнеров и площадок. Главные проблемы сегодня. В действующем законе есть пробелы. Депутаты Госдумы совместно с депутатами Госсовета Татарстана разработали изменения. Не включены строительные отходы, там вот старая штукатурка, там цемент или там двери и так далее. Также там отсутствуют биологические отходы, то есть это ветки. Региональные операторы на основе закона, действующего закона, их просто оставят на месте, их не увозить. То есть их действия законные, там нет никаких нарушений. Вот эти пробелы, которые не устраивают ни население, ни власть, и вот это все учтено в данном законопроекте. Мусорная реформа себя не оправдала, считает депутат Госсовета Николай Атласов. Рекоператоры стали монополистами, строительство межрайонных полигонов и сортировочных центров не идет. Раздельный сбор мусора провалился, говорят эксперты. По факту мы имеем региональных операторов, которые, как в футболе, перекидывают мячик друг к другу, и при этом проблемы не решаются. Я убежден в том, что вопрос надо передать назад. Должен быть государственный региональный оператор, который будет нанимать для исполнения
вывоза мусора, утилизации мусора, захоронения мусора компаний, которые обладают теми или иными мощностями. Чтобы избежать мусорного коллапса, нужно отходы сортировать и перерабатывать, считают эксперты. Завод термической обработки ТБО пока не построен. Есть у нас отдельный вопрос, связанный с заводом термической обработки отходов. Мы эту задачу совместно с инвестором отрабатываем, с учетом общей сложившейся экономической ситуации и действий недружелюбных стран по отношению к реализации этого инвестиционного проекта. Сейчас идет определение непосредственно технологии, в рамках которой будет дальше принято решение. За круглым столом обозначили топ-20 ключевых предложений для решения мусорной проблемы. В их числе также включение строительства полигонов ТКО в федеральные программы, доступ рекоператоров к персональным данным должников и разработка региональной программы по развитию дополнительной инфраструктуры. Мы начали это совещание с того, что много можно друг друга обвинять, предъявлять претензии. Мы здесь собрали для того, чтобы найти решение, как улучшить ситуацию с мусором, и чтобы это не должно интересовать наших жителей. Почему, кто виноват и зачем? Они платят тариф по вывозу мусора и хотят совершенно это обоснованно видеть свои мусорные площадки, контейнеры чистыми, вовремя вывезен мусор. На встрече также были рекоператоры, представители бизнеса, экоактивисты. Все предложения примут в работу. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Продолжаем выпуск. В Татарстане часть фельдшерско-акушерских пунктов может остаться без персонала из-за кадрового дефицита. Республиканский Минздрав для решения проблемы намерен перенять опыт Оренбургской области. Так, с сентября начнут готовить помощников фельдшеров, младших медсестер с коротким курсом обучения. За полгода хотят принять на работу 1600 специалистов. Как еще будут завлекать молодых специалистов на село и для чего Минздрав разделил республику на 6 зон, расскажет Алия Хайрудинова. Еще год назад здесь, на улице Осиновская, был огромный пустырь. Сейчас возвышается яркое трехэтажное здание многопрофильной поликлиники. Построили ее по национальному проекту здравоохранения. Прием будут вести в 8 терапевтических и 6 педиатрических кабинетах. Есть и узкие специалисты. Работать будут 170 человек. Это врачи, средний и младший медперсонал. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в день. Мы проработали уже вопросы кадровые, то есть мы приглашали на собеседование многих специалистов, это и врачебные кадры, и средний медицинский персонал, обменялись телефонами, то есть они готовы, ждут нашего звонка для того, чтобы прийти к нам на работу. Кто-то уже на этот период переходный взял отпуска и ждут нашего звонка. Ну, что могу сказать? На сегодня почти все необходимые врачебные кадры у нас, так сказать, уже готовы к нам прийти. Раньше в селе Осиново была только амбулатория. К узким специалистам на УЗИ, рентген или КТ ездили за 20 километров в Васильево. Население Осиново растет с каждым годом. Уже сейчас здесь проживает более 20 тысяч человек. И чтобы до поликлиники было удобно добираться и мамам с детьми, и пожилым, продумали буквально все. Рядом с поликлиникой расположилась и автобусная остановка. 36-й маршрут будет ездить от Казани до Осинова. Пожилых людей тоже очень много, поэтому мы и до этого ездили в больницы, которые находятся в Васильево, и в Казань. А сейчас у нас все по шаговой доступности. Вот когда маленькие, новорожденные, на самом деле было очень тяжело ездить в Васильево или в город куда-то записываться, потому что специалистов здесь катастрофически не хватало. А сейчас, когда у нас такая большая поликлиника в поселке, это для нас очень большая радость. В этом году в Татарстане построят 3 поликлиники, 22 ФАПа, 1 амбулаторию. На модернизацию первичного звена потратят 2,5 миллиарда рублей. Кадровый голод на селе республиканский Минздрав будет решать по опыту Оренбургской области. Появится новая должность – помощник фельдшера. За полгода хотят обучить 1600 младших медсестер. Не в те ФАПы, где отсутствуют вообще фельдшера, а даже там, где есть фельдшера,
обязательно будет так называемый помощник фельдшера, или же это санитарка, или же по-другому младшая медицинская сестра. Срок обучения 6 месяцев. К обучению обязательно в эти циклы будут входить элементы цифровизации. Молодые ординаторы тоже будут работать на селе. Минимум год. Так, Минздрав разделил республику на 6 зон. Флагманами стали крупные многопрофильные центры. РКБ, 7-я горбольница, МКДЦ, БСМП Челны, больницы Альметьевска и Нижнекамска. К ним прикреплены несколько районных больниц. В них и будут набираться опыта молодые специалисты. Ординаторов, молодых специалистов, есть уникальнейшая возможность сейчас трудоустроиться туда, куда они захотят. Но обязательно пройдя через объединение. Скажем, в РКБ хотят, образно говоря, устроиться там 30 человек, по разным специальностям. Без вопросов они будут трудоустроены туда, но только через год. А год они должны обязательно работать вот в тех курируемых районах, где куратором или таким главным учреждением является Республиканская клиническая больница. Подготовка кадров продолжится, как и строительство новых учреждений. Так, на следующий год начнут возводить детскую городскую больницу и центр трансплантологии в Казани. В Челнах будут строить новую больницу. Главная цель – продолжительность жизни более 75 лет по показателям полугодия достигнута. Главные причины смерти в Татарстане остаются прежними – сердечно-сосудистые заболевания, онкология, алкоголизм и ДТП. Алия Хайрудинова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. Ход строительства новой поликлиники в ЖК Салават-Купыре Казани сегодня оценил депутат Госдумы Айрат Фарахов. Стройка началась недавно. Филиал городской 12-й поликлиники будет вмещать взрослые и детское отделение, гериатрический центр, стоматологию, центр травмы и неотложную помощь. Поликлиника рассчитана на 50 тысяч взрослых и 15 тысяч детей. Она сможет принимать 750 пациентов в смену. Объект стоимостью больше 800 миллионов рублей строится по национальному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. Открытие планируется в конце 2024-го. Строительство большого медицинского центра в Салават-Купыре. Почему это очень актуально? Это одно из самых частых обращений по отношению, по крайней мере, ко мне, как депутату Государственной Думы, наверное, человеку близкому к здравоохранению, потому что в очень короткие сроки построили очень большой объем жилья, и народная программа, которая составлялась по выборам депутатов Государственной Думы, безусловно, включает этот объект. В октябре 2024-го в Казани завершится масштабная реконструкция одной из главных дорожных артерий города Горьковского шоссе. Обновят 11 километров пути. На всем протяжении будет обеспечено бессветофорное движение, так называемый «зеленый коридор». На количество полос расширят до 3 в каждую сторону. Пропускная способность шоссе увеличится в 2 раза. Как идет работа, сегодня увидел Рузаль Шарипов. Пробки, да. К сожалению, да. Гульнас Ханнанова живет в Залесном 10 лет. Ровно столько ждала реконструкции Горьковского шоссе. Работает в центре Казани, говорит, утром не выехать, а вечером не въехать в поселок. Думаю, реконструкция дорог поможет, расширит дороги, и поэтому, может быть, даже пробок не так много будет. Улица Залесная – это один из основных участков дороги, где идет масштабная реконструкция. Пока с одной стороны прокладывают тоннель подземного пешеходного перехода, с другой возводят разворотную петлю. Работы выполнены на 70%. Уже через 2 месяца можно будет класть асфальт. Необходимо положить верхний слой асфальтобетона, а в ноябре это уже поздно. То есть мы ее откроем, наверное, весной следующего года. Если говорить об остальных петлях, то вот туда ближе к М7 петля, там готовность чуть поменьше. Это было связано с тем, что мы вынуждены были заниматься выкупом земельных участков и объектов недвижимости, которые попадают на эту разворотную петлю. Там где-то готовность порядка 50%. Здесь Горьковское шоссе пересекается с железнодорожным мостом. Жители неоднократно жаловались на узкий проезд, поэтому с 2 сторон прорубили дополнительные тоннели для машин. Так под мостом смогут проезжать на 1/3 больше автомобилей. Проблема основная была в горлышке, которое было здесь. Убрали откосы, вместо них появятся монолитные стены, благодаря чему под этим мостом появится 6 полос движения, 3 в одну сторону,
в другую. Длина участка 11 километров. Это будет сплошная бессветофорная дорога. Так строители планируют обеспечить жителей безбарьерным проездом. Для этого возводят 3 подземных, 5 надземных пешеходных переходов и 3 разворотные петли. На всех участках строительства сейчас ежедневно работают 115 человек. Наряду с Вознесенским трактом Горьковское шоссе сильно увеличит пропускную способность. Сегодня это заторы, но еще раз хочу сказать, что мы получим бессветофорную вылетную магистраль, самую скоростную в Казани. Надеемся, все это очень скоро почувствуют. Сейчас через Горьковское шоссе проезжает от 4 до 7 тысяч машин в час. После реконструкции пропускная способность дороги увеличится практически в 2 раза. Однако удобство в перемещении получат не только водители, потому что на всем протяжении пути здесь появятся дорожки для пешеходов и велосипедистов. Горьковское шоссе было построено еще в 70-х годах прошлого века. Последний раз его реконструировали в 2005-м. За 18 лет пригород настолько расширился, что дорога с трафиком не справлялась. Эти пробки нас постоянно беспокоят. Это невозможно, что утром, что вечером постоянно. И очень надеемся, что вот это расширение дороги нам очень поможет. Мы ехали до дома 3 часа, например, а сейчас быстро за каких-то 2 часа мы уже дома. Готовы терпеть неудобства на каком-то этапе строительном, куда деваться. И расширение дорог, и строительство развязок, это всегда дает определенный плюс. Стоимость реконструкции 27 миллиардов рублей. Объект планируют сдать в октябре следующего года. Рузаль Шарипов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Свалка в селе Каенлы Нижнекамского района будет рекультивирована, работы уже ведутся. Об этом нам сообщили представители предприятия «Орсис Агро». Мы рассказывали в своем репортаже о проблеме местных жителей. Они жаловались на запах гари, который исходил со стороны местного предприятия. Причина – годами накопленный навоз из-за жары начал тлеть. На ликвидацию возгорания ушло около 2 месяцев. Сейчас ситуация под контролем, заверили нас местные власти. А жители отметили, неприятного запаха стало меньше. В ответе на наш запрос компания «Орсис Агро» сообщила, земельный участок был взят в аренду в 2020 году и здесь не складировало отходы животноводства. На сегодняшний день совместно с ДПК Каенлинского сельского поселения произведены работы по тушению торфа. При этом было потушено и вывезено 300 кубических метров торфа. В связи с жаркими погодными условиями летом в июне-июле 2023 года произошло самовозгорание. К настоящему времени запаха горящего торфа нет. ООО «Орсис Агро» никогда не складировало отходы животноводства на данном земельном участке. Для внесения навоза ООО «Орсис Агро» имеет в распоряжении несколько тысяч гектаров земли. Компания никогда не вывозит навоз на земельные участки вокруг фермы, тем более рядом с деревней. Сегодня в сгоревшую татарскую деревню Юлдуз Курганской области доставили сборные модульные дома из Татарстана. Радостной новостью жители поделились с нами и прислали видео. Как видно на этих кадрах, из большегруза начинают доставать конструкции домов. Они быстро возводимые. Для большинства фундаменты уже подготовлены. Осталось только собрать корпуса жилищ. Напомним, страшный пожар превратил в пепел 223 хозяйства в начале мая. Наша республика сразу приступила к сбору гуманитарной помощи для пострадавших. Эти 18 домов приобрел благотворительный фонд «Татнефть», производит их в особой экономической зоне Алабуга. От всей нашей семьи большое-большое спасибо за ваши добрые сердца, за вашу помощь, за то, что вы остались неравнодушными к нашей сложной ситуации. И спасибо, что вы дали возможность, поселили надежду в нас. Благодаря вам с сегодняшнего дня будет строиться наш замечательный дом. В Татарстане 2 недели подряд растет число госпитализаций пациентов с диагнозом ковид. Пандемия снова возвращается. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в стране День государственного флага России. В календаре он появился в 1994 году по указу президента страны. Бело-сине-красный триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Белый цвет означает мир, чистоту, синий – цвет веры и верности, красный символизирует энергию и силу. Сегодня Райс Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с этой датой. Он опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором мальчик читает знаменитое стихотворение Юрия Полякова «Флаг России». И сегодня под стенами Казанского Кремля
февраля развернули 50-метровый триколор. Он стал самым большим в Приволжском федеральном округе. Эту акцию организовала «Молодая гвардия» совместно с «Единой Россией». У Спасской башни Кремля камерный хор Татарстана под руководством Миляушита Миндарова исполнил песню «Вперед, Россия» Олега Газманова. Так Казань присоединилась к хоровой акции в честь празднования Дня государственного флага России. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Федеральные СМИ и телеграм-каналы продолжают обсуждать визит Рустама Минниханова в Венгрию и его встречу с главами ряда государств, в том числе европейских. Какая роль отводится Раису Республики в международной повестке? Реплика от Эльшата Аминова. Здравствуйте, дорогие мои. Вот эта фотография вчера буквально облетела весь мир. На ней президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган по-братски обнимает раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Рядом эмир Катара Тамим ибн Хамад аль-Тани. На заднем плане человек, очень похожий на президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Поверьте мне, эта фотография войдет в историю. Точнее, она уже вошла в историю. Где она сделана, спросите вы? Это празднование Дня образования в Венгрии в Будапеште, где по приглашению венгерской страны недавно побывал раис Татарстана Рустам Минниханов. И встречался там с лидерами многих стран, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Не буду всех перечислять, не это главное. Некоторые диванные аналитики посчитали руку президента Турции Эрдогана на плече Рустама Минниханова проявлением понебратства. Не будьте слепыми, ничего подобного. В исламе это проявление дружбы, доверия и готовности к сотрудничеству. Знак открытости и особого внимания. Главный вопрос. Почему раис Татарстана Рустам Минниханов оказался в Будапеште, где на праздновании Дня образования в Венгрии встретились лидеры десятка государств? И что он там делал? Ну, во-первых, и это главное, Рустам Нургалиевич был там в качестве доверенного лица, представляющего интересы Российской Федерации. Подчеркну, доверенного лица. Сделаем еще один акцент. В качестве раиса Республики Татарстан, руководителя одной из самых экономически развитых республик России и председателя группы стратегического видения России «Исламский мир», Рустам Минниханов давно снискал авторитет среди многих государств исламского мира. И не только. Его уважают как открытого, последовательного, компетентного политика. И что не менее важно, надежного партнера. Плюс к этому для многих он сегодня наименее токсичный политик. Приглашение Минниханова в Будапешт, безусловно, свидетельствует о желании многих прагматичных руководителей различных стран мира сотрудничать с Россией. И это идет вразрез с попытками изоляции России со стороны англосаксонского заговора. И последнее. Как справедливо отметили в телеграм-канале МИК России, пружина мировой политики сегодня сжата до предела, чтобы разжаться и выбросить нас в новую реальность. Раис Татарстана, президент моего сердца Рустам Минниханов, сегодня буквально строит мост в эту новую реальность. Не побоюсь этого слова, светлое будущее. На этой оптимистичной ноте закончу. Это была реплика от Эльшата Аминова. Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем Совета директоров турецкой строительной компании «Полимекс» Эролом Табанджа. Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в области строительства. «Полимекс» в Казани возвел несколько отелей. Завтра в Татарстане начинается прием заявок на премию раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества. Как ее можно получить, сегодня рассказала председатель Общественной палаты Зиля Валеева. Конкурс проводят с 2015 года. Он помогает выявлять проекты, которые имеют большое социальное значение и направлены на решение конкретных вопросов детей, ветеранов и других категорий. За 8 лет награды получили 55 человек и социально ориентированные НКО. В этом году вручат 8 премий
премий, 250 тысяч рублей жителям и 400 тысяч организациям. В этом году ждут заявок и от тех, кто помогает ребятам в зоне СВО и их семьям. Вся информация о конкурсе есть на сайте Общественной палаты. В поддержке участников СВО, семей участников СВО, детей. И вот в этих проектах тоже иногда проявляют себя люди, которые, может быть, до этого не обозначались ни как лидеры гражданского сообщества. Среди тех, кого будут выдвигать, мы, конечно, увидим как знакомые имена, которые уже республика знает, и, может быть, еще дополнятся эти списки. 5 сентября в Казани откроется международный фестиваль мусульманского кино. Из звезд в столице республики ждут Эмир Кустурицу, Равшану Куркову, Елену Захарову и других. Большинство показов и встреч будут бесплатными. Площадки фестиваля — кинотеатр «Мир», кинозалы Корстона и Казан-Мула. За 5 дней фестиваля покажут 112 фильмов. Будет и отдельная детская программа. Всего на фестиваль поступило 712 заявок из 44 стран. Это Греция, Латвия, Беларусь, Франция, Австралия, США, Канада, Бразилия. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте! В студии Динар Бодрудинов. О погоде через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. В Татарстане установилась прохладная погода без осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево предстоящей ночью будет малооблачно. Температура может опуститься до 5 градусов тепла. Днем же ожидается около 16 градусов тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге также облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем 18-19 градусов тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше без дождей. Температура ночью здесь опустится до отметки плюс 7 градусов. Днем также чуть холоднее, плюс 17 градусов. Примерно такая же погода в Варске, Кукмаре и Балтасях. Осадков не будет. Ночью около 10 градусов тепла, днем от 17 до 18 градусов со знаком плюс. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске осадки не ожидаются. Ночью теплее, чем в остальных районах, от 6 до 13 градусов тепла, а днем до плюс 20. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно с прояснениями, дождей не обещают. Ночью от 6 до 11, днем примерно так же, как в остальных районах, около 19 градусов тепла. О погоде в Казани через несколько секунд, но сначала немного полезной информации. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Лилианс – это красивая, качественная, а главное – удобная одежда для дома и отдыха. Чтобы продлить лето, до 31 октября мы запустили акцию. Скидка 30% на весь летний товар. Ждем вас по адресам ТЦ Паркхаус 1 этаж, ТЦ Южный 2 этаж. Казанская швейная фабрика «Лилианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. В Казани погода в предстоящие сутки существенно не изменится. Будет облачно, с прояснениями. К вечеру небо затянут тучи, но осадков не ожидается. Ночью около 12 градусов тепла, днем температура поднимется до 18 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление в норме, влажность воздуха около 50%, магнитное поле Земли спокойное. Специализированный застройщик «Актаж Инвестстрой»
представляет жилой комплекс «Алтын-Яр» на берегу озера Средний Кабан. Продуманные планировки и благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном. При покупке квартиры в августе в подарок скидка до 700 тысяч рублей. Телефон 216 68 68. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68.